Девочки, всем доброго времени суток. Вот получила очередную посылку от фирмы Оберхоф. Хлебопечь вот такая. Это хлеб, это печь просто творит чудеса. Мне вот 15 программ приготовления. Вот здесь можно и белый хлеб печь, и французский, и цельнозерновой. Хлеб быстрой выпечки, сдоба, сэндвич, безглютеновый хлеб, замес, йогурт. Ух ты, Анжела, представь, даже йогурт. Десерт, дрожжевое тесто, джем, кекс, выпечка, свои настройки. Вот это вот эти паски тоже можно печь, представьте. Да вообще все что угодно, вообще супер. Я так рада, вы даже не представляете себе. Я так рада, что мы все из Ленинграда. Вот, смотрите, 3 размера выпечки, 3 цвета, ЖК дисплей с подсветкой. Да, у нас на духовке тоже есть, кстати, очень удобно пользоваться. Автоматический диспенсер, срочка старта до 15 часов. Я видела, одна женщина тоже показывала видео, она говорит, на ночь все покидала, в смысле, поставила на программу, утром проснулась, хлебушек готов, представляете? Вот такая печка, ну мы уже не раз работаем с ними. Вы видели, девочки, я делала обзор на эту печку. Вот здесь задаешь программу, ставишь. Сама она месит тесто. Тут же она сама и печет. Вообще чудо. Просто нет слов. Здесь в наборе идет мерный стаканчик. Здесь, значит, комплектация идет хлебопечь. Съемная форма с антипригарным покрытием. Ну вот она, вот эта форма. Мерная ложечка есть здесь. Мерный стаканчик. Неудобно так одной рукой снимать. Мерная ложка. Девочки, прервалась я немножко, там позвонили мне. В общем, есть книга, в которой расписано все, что очень легко ней пользоваться. Очень. Дальше, как будем печь хлеб, все покажем. У нас бабушка любит печь все. Она решила печь хлеб сегодня. Тут и булочки, все что угодно. Ну а что тут печь? Все закидала, она сама печет. В принципе, не сложно. Нужно просто попробовать один раз, понять. Я, если честно, немножко волнуюсь, потому что никогда такой не пользовалась. Никогда. Впервые. Вот, конечно же, волнуюсь, как оно получится, но думаю, печка хорошо сделает свое дело, она хорошая женщина, я так полагаю. Мы решили спечь первый раз, попробовать, девочки, вот такой постный хлеб, потому что сейчас сели как бы на диету, да, вот по этому рецепту. Здесь все рассказывается, показывается. Здесь белый хлеб, режим. Белый хлеб первый. Мы его выбрали, вот первый. Угу. И вес 750 грамм. Вот написано, видишь, 750 грамм. Угу. Угу. Вот, выбирайте функцию. Вторая это у нас французский, цельнозерновой, хлеб быстрой выпечки, сэндвичи, йогурты, десерты. В общем, выбирайте такую программу. В данном случае мы будем готовить по первой программе. Угу. Анжела с бабушкой будут печь хлеб. Вот она мерная ложка, вот стаканчик. Эта штучка как называется, Анжела? Холодно. Какое-то странное название, как называлось? Крюк. Крюк? Угу. Пусть будет крюк, ладно. Так, давайте, сейчас что делаем следующее? Показываем ингредиенты, что мы приготовили. И все это закидываем, да, туда? Почти литр, да? Да. Можно عادي شو درتي خي شو خذوها دايما بيها. Девочки, ну прежде чем, пока вы посмотрите наше творение с хлебушком, хотелось бы рассказать об этой печке, потому что многие новички, многие встречаются впервые с этим. Мы заказываем, мы пользуемся с Оберхоф не первый раз. Вот, поэтому мы знаем, что это за качество. Я бы хотела вам рассказать об этой печке. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Это реально
просто самая необходимая вещь. Просто ты закинул все в нее, и включаешь программу, идешь ложишься спать, утром ты просыпайся, готовый хлебушек тебя ждет. Причем хлебушек разный. И можно даже использовать просто, чтобы тесто замесить. Можно поставить программу, выпекать там, вот как на Пасхе тесто, разное с орешками, там, я не знаю, с морковкой. Ну, в общем, любое тесто, девочки. Хлебопечка Оберхоф это лучшая, недорогая хлебопечка, у которой я нашла даже много положительных, а главное реальных отзывов. Когда я смотрела от пользователей, реально много отзывов. Это качественная техника. Это нужно делать прямо сейчас. Это качественная техника от немецкого бренда. Обладает современным дизайном и демонстрирует отличную функциональность. Корпус из нержавеющей стали, устойчив к повреждениям и коррозии. Легко очищается от загрязнений, соглашусь. Объемная чаша с антипригарным покрытием легко отмывается и предупреждает пригорание или порчу выпечки при извлечении. Удобные кнопки и цифровой дисплей. Да, очень удобно. У меня и духовка тоже такая. Тоже заказывала Оберхоф. У них заказывала. Удобные кнопки обеспечивают комфорт и устройства. С помощью 15 программ можно приготовить хлеб любого сорта, сдобу, торты, джемы, даже йогурты, девочки. Замесить тесто. Также в устройстве предусмотрен автоматический диспансер для орехов, фруктов и ягод. Таймер до 13 часов. Ну, это откуда вот сыпятся орешки сверху. Функции поддерживают температуры и отложенного старта. Плюсы в этой печке. Выпекает хлеб весом до 1 килограмма. Поддерживает температуру в течение 1 часа. Имеет доступную стоимость. Ножки из нескользящего материала. Спросите минусы? Не нашла. Не нашла я минусы. У нас и бабушка была в шоке, и Анжела, и я. Хотя Анжела, она, мало есть чего в жизни, что ее может удивить. Вот что не скажешь, она... Вот что меня в ней иногда раздражает в Анжеле, что бы ты ей не показал, какие бы ты не привез покупки, она так всегда посмотрит, просто прореагирует. Она не будет никогда говорить: ой, классно, как хорошо, что ты это купила. Я помню свои детские эмоции, когда мама привезла нам упаковку жвачек, такое впечатление было, что мы попали, что нам купили в Дубае квартиру на самом высоком этаже, шикарную, с видом на весь Дубай, и вообще это... Мы дальше будем купаться в счастье всю жизнь. И вот такая радость была. Но Анжела это другой человек, это совсем другой человек. Она никогда не будет. Но привезли и привезли. Хорошо. Есть отдельные моменты, которые Анжела сама очень хочет, и они пришли, вот там будет восхищение. Но вот она такой человек, она реагирует на то, что ей интересно. Наверное, это хорошо. Ну, дальше, мы не об этом. Характеристика. Напряжение 220 вольт, мощность 60 ватт. Максимальный вес выпечки 1 килограмм, материал корпуса нержавеющая сталь, максимальное время установки таймера 13 часов. Вот. 15 программ приготовления, поддержание температуры до 1 часа, дозатор ингредиентов, автоматический подогрев, функция замешивания теста, выбор цвета корочки, то есть вы можете, вот мы первый раз были, мы как бы чуть-чуть немножко недопоняли, а корочку можно делать, у нас какая-то такая, не то что бледноватая, но можно и позажаристее делать, курочку, да, корочку, выбор цвета корочки, энергонезависимая память, функция отложенного старта, антискользящие ножки, да, она устойчиво стоит, она не скользит на этой поверхности вообще никак. Антипригарное покрытие. Чаша из 5-слойного материала. Функции хлебопечки, то есть вообще, что это может быть белый хлеб. То есть функции, что она может творить, да? Это белый хлеб, это французский хлеб, это цельнозерновой хлеб, это хлеб быстрой выпечки, сдоба, сэндвич, безглютеновый хлеб, замес, йогурт, десерт, дрожжевое тесто, джем, торт, выпечка. Мои впечатления просто на все 100%. Я еще буду работать с этой фирмой. Анжела, что мы сейчас увидели там у них сейчас, Анжела? Кофемашину. Анжеле очень понравилась кофемашина. Шикарная, друзья. Я ссылочку скину. Вы можете зайти на это все, посмотреть.
выбрать, что вам нужно, но печка реально мощная, реально. Это, я не знаю, просто. Ну, не хочется повторять снова и снова, но тем не менее. Вот согласитесь, печка, вот, пожалуйста, 15 программ, девчата, посмотрите снова, 15 программ приготовления, поддержание температуры, таймер на 13 часов, автоматический подогрев, выбор корочки, все. Вот здесь вы можете это все прочитать и увидеть, девчат. И, кстати, новая цена. Раньше были 19 985, сейчас 13 990. Печка, которая творит просто чудеса. Вы просто положили, все открываете, кладете сюда все необходимое, закрываете, включаете и пошли себе спать. Все, вы утром просыпаетесь, у вас в печке готовый хлеб, либо булочки, ну вот все, можно творить из муки, все, что вы хотите. Да даже просто взять там на пельмени тесто замесить. Замесили тесто, достали, пользуйтесь ним. Девчат, знаете, ну, да, я много чего видела в жизни, но вот такой печкой мне пришлось пользоваться впервые. Я опять-таки говорю, не считайте за какую-то дикарку, да, ну, девчат, ну, правда, обычно всю свою жизнь я и продавала хлеб. Когда тяжелые годы были войны, выживали как могли. Я месила тесто, это очень тяжело, руками. На 5 литров, на 8 литров. Я целыми днями пекла хлеб. Я делала пельмени на продажу. Дети были маленькие. Скот полный двор. Нужно помогать было и свекру, и вообще и дома дела вот эти, готовка. И вот пекла хлеб, я и дома продавала, я относила свекрови на базар, она там продавала. У меня были формочки такие, 6 формочек у меня было, знаете, ну, как под хлебушки. И вот по очереди я пекла, потому что у меня не было столько печек, да, чтобы, можно было эти формочки купить и печь за раз по 20 штук. Но не было тогда и купить было не за что. Были тяжелые времена. Это все было тяжело. Сейчас положить утром на всю семью хлеб. Поели, закинули, уже на обед или на вечер готовится хлебушек новый. То есть советую, девчата, советую. Ссылочки я все оставлю в описании. Переходите по ссылке, заказывайте. Вы не пожалеете, девочки. Не пожалеете, дорогие. Значит, девочки, как по рецепту у нас мука здесь 3 стакана. Мерных именно вот этих стаканчиков. Покажи, Анжела, где стаканчик? Мерных 3 стакана муки. Масса растительная 2 столовые ложки. 2 столовые ложки, дуете вообще? Да. 2 столовые ложки сахара, 3 чайные ложки, соль 1 чайная ложка, дрожжи сухие у нас 10 грамм, вода 1 стакан. Вот такой мерный стаканчик. Вот. Вода, все, тепленькая водичка. В общем, это все мы сейчас закидываем в печь, и процесс пошел, правильно? Угу. Все. Растительное масло. Дальше всыпаем просеянную муку. Просеянную муку. Просеянную муку. Высыпаем сахар, солим. Высыпаем сахар, солим. Небольшое углубление в центре, и туда в середину кидаем дрожжи. В середину кидаем дрожжи. Выбираем программу «Белый хлеб». Вес 750 грамм. Среднюю или темную корочку, Анжел, какую будем делать? Вот. Белый хлеб. 750 грамм. Все, можно начинать. Ну давай, включай. Смотрим, как это все происходит. Ну, покажи. Еще закрывай крышку, тогда она уже, когда полностью будет готова. Посмотрим. Ну, сегодня есть хлеб. Будем посмотреть. Вот хорошая женщина, да? Пока занимаетесь чьими-то своими делами, она все делает сама. Все, закрывай, Анжела.
Все, что ли? Девочки, уже все остановилось. Хлеб поднимается. Стоит. Тепло такое дает. Ну, посмотрим, что дальше будет. Друзья, ну хлебушек поднимается. Час 09 уже. На 3 с чем-то мы же ставили, правильно? Фирма Аберхоу очень классная. Прям вообще духовочка творит чудеса. Друзья, уже осталось 10 минут. Хлебушек нас, видите, какой? 10 минут осталось. Все покажем вам, расскажем. Ой, большое спасибо, Аберхоу. Смело заказывайте, девчат, смело. Представьте, каких только рецептов нет. Будем пробовать. Анжела хочет и пасочку спечь. Не открывай, Анжел. Да. Я даже не открыла показать людям. Ты каждый раз открывай, пускай система дает. Ну и что? Черный, вот паска даже есть. Паску можно спечь. Мне так нравится хлеб с клюквой. Ой, да какого только хлеба нет. Ну представьте. Тесто для пончиков даже можно замесить. Здесь приготовление. Домашняя сгущенку Анжела можно сделать, прикинь. Вообще классно, девчат. Каких только рецептов нет. Вообще хлебушек разный. С изюмом. Сладкий хлеб с изюмом. Ну это, знаете, кто напомнит мне вот, как называется, с Германии. Вот в Германии выпекают такие перед праздником. Мне даже вот подписчица моя, Инна, хорошая моя, которая мне часто посылки отправляла. Просто сейчас проблема вот эта вот с отправками из-за этой всей ситуации. Вот так она, бедная, тоже посылку собрала уже, все никак не может отправить из-за того, что не через кого отправить. Вот. Вот в Германии как-то делают перед праздниками куличи, как это вот напоминает точно такое же строение, можно будет приготовить тоже. Морковный хлебушек есть, бездрожжевой, ржаной хлеб с пряностями. Реально, девчат, за картофельный хлеб. Какой большой выбор. Какой огромный. И рецепты. Главное, каждый хлебушек рецепт, все, мерный стаканчик есть. По мерному стаканчику вы сможете все сделать правильно. И черный хлеб, и шоколадный хлеб, кабачковый хлеб, литовский с семечками. О, большое спасибо. Французский хлеб. Ну, будем... Классический хлеб, Анжела, белый с грибами. Представляешь? Аберхоу. Девчата, ссылочки все я оставлю в описании. Как связаться. Вообще, заказывайте, даже не думая, не обдумывая. В общем... Вот такой у нас получается хлебушек красивый. Ой, девчат, мы уже при предвкушении с Анжелой. 001, да, Анжел? Сейчас будем с тобой, Анжел. Давай, зови батька. Сейчас будем каравай, кто по половину больше отловит, тот хозяин в доме, как на свадьбе традиция. Все, закончилось, друзья. Все, спекся хлебушек. Но он еще должен достать. Ой, какой румяный, хороший. Ну, пускай он еще постоит, пускай он еще дойдет горячей печки, да? Девочки, ну все, хлебушек наш спекся. Машалла, какой красивый, машалла. Сейчас Анжелика нам продемонстрирует. О, четверг подними, какая-то красивая, да? Как сумочка. А, горячо. Угу, давай. О, друзья. Какой хлебушек. Попахай, да? Да. Как пахнет, да, хорошо? Друзья, машалла. Вот эту вот печь должна иметь каждая хозяйка. Вы что, это что-то просто, машалла. Иди будем каравай это, разрывать. Кто большой кусок останется у кого-то, тот хозяин. Как на свадьбе. Машалла, какой хлебушек. Друзья, посмотрите, мягенький. Смотрите, какой мягкий. Ух ты, ну, на ночь заложил все, мука, соль, включил печку и пошел спать. Она все сама сделает. Представьте. А ну-ка, Анжелика, продемонстрируй нам мастер-класс. Какой запах, да, хороший? Машалла, друзья. Спекся хорошо, он очень хорошо спекся. О, ну сейчас будем пробовать хлебушек. Приходите на хлеб.
Ой, супер. Супер хлебушек вообще. На ночь заложил, пошел спать. Утром просыпаемся, готовый хлеб есть. И будем делать, возьмем отруби. Они вот именно полезные. И там можно добавлять все, что угодно. Я имею в виду из такого там, например, орешки, семечки, знаешь. Специально есть отдел даже в этой печи, откуда потом в свое время оно посыпается. Друзья, смотрите, вот здесь вот такой вот отдел. Сюда это все закладываешь, и потом так, как орешками сверху все время оно посыпается. Здесь все написано в программе. В описании, если закажете, все тут расписано, показано. Я просто в шоке, девчат. Я просто в шоке. Ничего не вымазалось. Просто все положил, уже достаешь готовый хлеб. Ну, представьте себе.